Шумбрачевич кивик своя, шумбрата да кильгама ялгат. Виджаоланы Дона Йортьяс. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Геннадьевна Зубарева. Меня зовут Александр Алексеевич Данильчев. Мы работаем учителями эрзианского и макшанского языков в лицее номер 26 городского округа Саранской Республики Мордовия. В общеобразовательных организациях нашего региона эрзианский и макшанский языки, как государственные, изучаются со 2 по 7 класса в объеме 1-2 часов. Республика Мордовия является одним из регионов Российской Федерации, где целью образовательной политики является не только обеспечение общего образования, но приобщение детей к истории, духовным ценностям, воспитанию культуры межнациональных отношений. Обучение мордовским, эрзианскому, макшанскому языкам является важным звеном содержания общего образования, которое предполагает введение ребенка в полиэтническую среду. Существенным моментом, на который следует обратить внимание, является осознание того, что становление этнокультурной личности, развитие межкультурного общения и сотрудничества, осмысление ценностного отношения к поликультурному социуму происходят в течение всей жизни человека. При этом наиболее благоприятным периодом для этого является школьный возраст. Именно в это время происходит активное познание мира через общение и взаимодействие, освоение социальных норм и правил, осмысление своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, понимание взаимовлияния и взаимопроникновения культур народов России, осмысление ценностей межкультурного взаимопонимания и сотрудничества. Благоприятными возможностями в этом плане обладает общеобразовательная организация, как основной центр образования, воспитания и социализации детей. Поэтому, как учителя эрзианского и макшанского языков, большое внимание уделяем повышению познавательного интереса школьников к изучению национального языка и культуры эрзианского и макшанского народов. Воспитываем любовь к родине, родному краю. Уважаемые коллеги, для успешного изучения эрзианского и макшанского языков в нашем лицее был создан образовательный проект «Лисмапря», что означает «родник», «источник». Площадкой для его реализации стал Центр эрзианской и макшанской культуры, который был открыт в феврале 2015 года. Целью нашего образовательного проекта стало создание творческого пространства, объединяющего обучающихся, родителей, представителей общественных организаций, работников общего и профессионального образования для обобщения культурного наследия эрзианского и макшанского народов. В работе Центра эрзианской и макшанской культуры осуществляются разные направления обучения и воспитания, которые позволяют прививать обучающимся базовые национальные ценности, которые необходимы для успешного формирования этнокультурной личности. Уважаемые коллеги, в рамках функционирования Центра нами проводятся следующие формы работы. Первое. С обучающимися лицеи и их родителями осуществляем этнографические выезды, в ходе которых изучаем традиции эрзианского и макшанского народов. А на основании собранного материала готовим национальные сувениры, приуроченные к большим событиям республики. Это национальный календарь с указанием рецептов эрзианских и макшанских блюд, эрзианские и макшанские куклы, деревянные игрушки, украшения и обереги. Именно благодаря диалогу культур происходит формирование человека духовного, человека культуры. По итогам выездов школьники готовят исследовательские работы, подключая к этой деятельности родителей, своих бабушек и дедушек, выступают с ними на уроках эрзианского и макшанского языков, делятся впечатлениями. Это способствует формированию у обучающихся этических норм взаимоотношений в семье. Второе. Для духовно-нравственного обогащения личности в Центре проводятся творческие встречи со знаменитыми людьми, эрзианскими, макшанскими поэтами, писателями, художниками, журналистами, артистами, работниками культурно-просветительских учреждений, учеными высшей школы. Школьники к таким мероприятиям проявляют большой интерес, задают вопросы, поют песни на эрзианском и макшанском языках, читают стихотворения. Это способствует осознанию обучающихся своей этнической принадлежности, овладению знаний об истории, языке, культуре своего народа, своего края. Третье. Формирование этнокультурной составляющей способствует участию школьников в конкурсах разного уровня, которые развивают творческие способности обучающихся. Четвертое. В рамках работы Центра нами проводятся экскурсии, неурочные мероприятия, такие как Эрзяняр Самопеть, мир эрзианской кухни, Одынь Покчи, новогодний праздник, Авань Покчи, женский праздник.
Также в рамках работы центра была создана коллективная группа народных танцев «Лени Реченька». Кроме того, с филологическим факультетом Мордовского государственного педагогического института имени Макара Евсеевича Евсеева была создана в нашем лицее базовая кафедра эрзянского и макшанского языков, в рамках которой совместно с преподавателями и студентами проводятся разные мероприятия. В рамках реализации в ГОС стараемся использовать комплекс современных педагогических технологий и приемов обучения. Накоплению и расширению словарного запаса и его активизации способствуют словесные дидактические игры. Например, детям даются картинки с изображением времен года, и необходимо определить их по описанию. То нафтытя якстеретюссо лопатне прыть мудантьлангс. Учитель, листья красного цвета падают на землю. Также используем игры путешествия, например, Ёлк-Соньки, сказочная дорога, игры поручения, Лезда до Буратинантень, помогите Буратино, игры предположения, Мезе Улевель, что было бы, или Мезе Монтейлин, что бы я сделал, что бы я сделала, и другие. Иногда началом такой игры может послужить картинка. Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. Особый интерес у детей вызывает проведение уроков в форме квеста. Например, тема Тирень Мастора «Родная земля». Предварительно, совместно с обучающимся, разрабатываем маршрут путешествия, собираем дополнительный материал и распределяем роли. После экскурсии ребята по парам делятся впечатлениями, и это формирует навыки диалогической речи. Также активно применяем технологии развития критического мышления через чтение и письмо. Нами используются следующие приемы стадии вызова. Первое. Прием подбора слов ассоциаций по ранее изученному или новому вопросу. Данный прием использует и реализует цель погружения обучающихся в тему. Им необходимо вспомнить понятия, с которыми ассоциируется какая-либо тема. Ну, например, при изучении темы теле, зима, дети называют такие слова ассоциации, как лов, снег, софт, лыжи, варма, ветер, давол, буря и другие. Второе. Фаза осмысления предполагает включение приема таблицы тонких и толстых вопросов. На стадии вызова — это вопросы, на которые обучающиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. Таблица тонких и толстых вопросов выглядит так. В левой части простые тонкие вопросы. В правой части вопросы, требующие более сложного, развернутого ответа. На этапе рефлексии обучающиеся делятся впечатлениями о ходе занятия, о своем вкладе в общий результат, о преимуществах или недостатках такой формы изучения нового материала. Часто используем Синквейн. Он позволяет организовать итоговые повторения, резюмировать полученную информацию, оценить понятийный багаж обучающихся, а также научить излагать сложные чувства и представления в краткой форме. Часто проводим мини-эссе. Это вид письменного задания, которое обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь обучающимся подытожить свои знания по изученной теме. Для педагога это, конечно же, возможность получить обратную связь. Одним из путей реализации в ГОС стало использование технологии проектной деятельности и ее возможностей формирования универсальных учебных действий и получения предметных, метапредметных и личностных результатов каждым обучающимся. Эффективность проектной деятельности очевидна, поскольку активный поиск решения поставленной проблемы приводит к формированию познавательного процесса, вырастающего на базе заинтересованности, стимулирует мотивацию обучающихся. Элементы проектной технологии используем как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Так, например, дети включились в активную работу по созданию проектов «Эрзянь азбука стихса», «Эрзянская азбука в стихах», «Эрзянь да мокшуньяр самопельт», «Эрзянская и макшенская кухня». Технологии проектирования помогают и во внеурочной деятельности. Разработанные обучающимися проекты ежегодно презентуются на конференциях и конкурсах различного уровня.
Особое внимание уделяем созданию речевой среды, активно включая элементы драматизации эрзянских и макшанских сказок. Обращение к разнообразным жанрам эрзянского и макшанского фольклора позволяет создать благоприятную атмосферу, погрузить детей в речевую среду, а также раскрыть языковые возможности. Так, разучиваем пословицы, поговорки, загадки. Это необходимо сопровождать не только переводом лексических единиц с одного языка на другой, но и выяснением образного значения данных выражений. Например, «Киеламу ловны, сиеламу соды». Кто много читает, тот много знает. С целью ознакомления с эрзянской и макшанской литературой активно изучаем произведения писателей и поэтов, таких как Кузьма Абрамов, Серафима Люлякина, Захар Дорофеев, Илья Девин, Николай Шуткин, Рая Орлова и другие. Активно применяем творческие задания, которые позволяют повысить интерес обучающихся к изучению эрзянского и макшанского языков. Например, при изучении тем «Монь-Кудо-Раским» «Моя семья», «Монь-Кудо» «Мой дом», «Монь-Мордовия» «Моя Мордовия» предлагаем подготовить презентации, книги, рассказы, родословное дерево. В образовательной практике нами используются средства медиапедагогики, в частности, это газеты и журналы. Они являются важным дополнительным дидактическим материалом в организации образовательного процесса. Газеты «Эрзень Правда», «Мокшень Правда», журналы «Чилисема», «Якстиртештиня», «Сятко», «Мокша» используются в качестве дополнительного чтения. Это чтение стихотворений, рассказов эрзянских и макшанских писателей, поэтов, а также статьи журналистов на национальных языках. Часто используем видеосюжеты отдела национального вещания Сияжар ГТРК Мордовия, информационные выпуски «Кулят», «Вести», передачи «Сияжар», интервью. Нередко сами обучающиеся являются участниками разных передач. Они читают стихотворения, поют песни, танцуют, поздравляют с праздниками на национальных языках. Следует отметить, что, естественно, они это делают с огромным удовольствием. Не менее значимую роль в организации образовательного процесса на уроках эрзянского и макшанского языков играет и национальное радио. Среди них это радио Мордовии, радио Вайгель, «Голос». Школьники часто читают стихотворения на национальных языках для слушателей. Некоторые обучающиеся являются активными участниками конкурсов, организованных национальным радио и телевидением. Роль средств национальной медиапедагогики в общеобразовательной организации, безусловно, велика. Она позволяет адаптировать обучающихся быстро меняющимся событиями информационного пространства и воспитать настоящего гражданина своей малой родины. Уважаемые коллеги, предлагаем вам посмотреть фрагменты мастер-классов по эрзянскому языку с использованием современных педагогических технологий и приемов обучения. На фрагментах мастер-классов образовательный процесс нами построен на основе современных методологических подходов, аксиологического, культурологического, системно-деятельностного. Мы используем технологии критического мышления, кейс-метод, работа в группах, вовлекая при этом обучающихся в активную, познавательную деятельность по изучению эрзянского языка. Паштатану доскаланс. Кисаминитяну. Анатолий Николаевич Барбовый, Мордовия Содовикс, Аркицент, Арту Ксонзу, Унагнемизе, Эйзюрков, Марк, Эйкашт, Баштаду Тярксу Арту Ксенкланс, Мизминдык Мартунитяну. Обратите внимание на картину и скажите, что мы видим на ней. Софья? Кудо, Истя, Ваня, Лу, Пикпарон, Чудо, Истя. Хорошо, дети, молодцы, очень хорошо. Они баштаду артуксенгланс девьевтаду. Одак тюсте невки артычасте артуксусунь. Одак тюс невки артычасте артуксусунь. Хорошо? Ашу, Истя, Пикпарон, Сюша, Пиже, Алина. Сень, Истя, молодцы, Софья, Сюжа, Пикпарон, очень хорошо, молодцы, ребята. Вечки Виксует, Кельгама Ялгат, Дона Йортьяс, уважаемые коллеги, я сейчас
Представляем вашему вниманию еще один видеофрагмент мастер-класса, который был показан в эфире ГТРК Мордовия. Четвертое предложение Ваня де Саша 10 письма Аркрудо. Пятое предложение Экачи Кения Диктундо и Саба. Уважаемые коллеги, Оксюпря, Отсюсюпря. Ыджит Аття, спасибо за внимание.